Друзья, огромная благодарность нашему главному спонсору-партнеру компании OneX. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRuch и получи мега-бонус на свой первый депозит. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но также во всем мире. Переходи, регистрируйся. Баршаңызға ассаламу алейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC Ruch Fighting Championship. Вась, если я скажу то, что сегодня у нас по-настоящему тяжелый день, я думаю, это не будет ложью, так как сегодня в нашем турнире дерутся одни тяжеловесы. И это по-настоящему любимчики аудитории, так как сегодня в октагон появится курьер, который покорил сердца миллионов людей, Аю, который очень сильно запомнился нашим подписчикам и не только, всему интернет-пространству. И, конечно же, главный поединок за пояс, титул чемпиона тяжелого веса RFC Ruch Fighting Championship. Со мной, как всегда, мой соведущий Василий Тахтай и основатель самого медийного промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Друзья, хотел бы поблагодарить отдельно всех сотрудников нашей лиги. Конечно же, это медицинская бригада, сотрудники охраны и, конечно же, судейская коллегия во главе Жантурсун Асхат, рефери, боковые судьи Жахаев Дауринбек, Жумабаев Саламат и Мамиев Халил. Ну и, конечно же, наши незаменимые комментаторы Исатай Мадиев и Муратбек Касымбай. Друзья, ну а перед началом выпуска обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на колокольчик и напишите в комментариях, за кого вы сегодня будете болеть. Для нас это важно. Ну а мы начинаем. Курьер Аю покорил сердца миллионов людей, как я говорил ранее. Это обычный парень, который работает на доставке, успевает где-то находить время на тренировки, да, и в то же время, когда он дебютировал в RFC, ну, давай откровенно, очень многие люди списывали его со счетов, так как, ну, как говорил Еркебулан Тохтар, внешне, да, о нем ты вообще не скажешь, что он умеет драться, у него очень доброе лицо, и такой позитивный парень, всегда улыбается, но когда закрывается клетка и Аю начинает драться, он показывает уже совсем другого человека. Я бы отдельно хотел поблагодарить наших матчмейкеров, так как они собрали такой сумасшедший карт для вас, для нас. Просто я уже в предвкушении. Давай звать наших бойцов. Да, мы начинаем наш карт. И, как мы говорили ранее, сегодняшний карт будет явно ярким, тяжелым и красивым. И давайте начнем. Пригласим первым в красный угол клетки. Боец с города Тарас, является мастером спорта по боксу. Его рекорд составляет 1 победу и 0 поражений. Он пришел только побеждать и побеждать. Встречайте, Бекжан Аю Бакиров. В синий угол октагона приглашается 27-летний боец из города Кызылорда. Призер турнира АИГА по грэпплингу, призер чемпионата Казахстана по жекпе-жек. На его счету 0 побед и 1 поражение. Встречайте, Рамазан Турбо Шарапов.
Давайте команду все слушаем. Команда стоп, остановились. Команда брейк, шаг назад. Пожали ручки. Бойцы по углам. Ну что, мы начинаем. Карт, состоящий только из тяжеловесов. Очень тяжелую работу проделал матчмейкер. Собирая такой карт, Бакиров Бекжан и Шарипов Рамазан. По одному поединку уже в рамках файтинга не проводили. Бакиров выиграл, Шарипов проиграл. В стойке левши работает Аю. Турбо у нас правша в синем углу. Ну и классические вещи, да, для левши делает сейчас Аю. Да, Аю яркий представитель левши. Хорошо работает по этажам. Выше голову, боец. Руками не держим. Выше голову. Ну и очень правильно, кажется, действует здесь Шарипов. Нужно клинчевать. Как можно больше клинчевать. Нельзя давать пространство Бакирову. Очень тяжелые удары. И есть рассечение. И бьет туда же Шарипов. Обрати внимание, понял это Аю и пытается завершить поединок в первом же раунде. Понимает он, что с травмой тяжело будет дальше работать. Рассечение у него от удара головой, да? Да. Хороший удар. Ничего себе. В разрез попадает. Тут уже до первого попадания, да, вот очень опасно головой постоянно действует Шарипов. Пошел вперед Аю. Нельзя ему, конечно, рисковать. И нужно стараться как можно быстрее завершить поединок. Будет нелепо, если он из засечки проиграет. Причем нанесенный головой. Да, Рамазан тоже хорошо наступает. Заступает за переднюю ногу. Да, делает все грамотно довольно. Рамазан работает, словно он не грэплер. Ну, наверное, он все-таки больше универсал, учитывая его достижения еще в национальном виде спорта, да, и насыпает, но все-таки продавил здесь Аю. Небольшая пауза. Бакиров немножко сбросил обороты, обрати внимание. Да, Аю зациклился на ударах в корпус. Мне кажется, вот именно после рассечения эмоционально сложно себя удержать от злости и чуть-чуть теряет контроль. Да, ну, сечка выглядит не такой глубокой на самом деле. Видали пострашнее, как говорится. Поэтому, наверное, все-таки сможет дальше без проблем продолжить. Понятно, что будет сейчас кровь попадать в глаза и немножко закрывать обзор, но в целом не так критично, как показалось изначально. Два четких удара головой мы видели. Вот Шарипова. Непреднамеренно это было сделано, но это опасное ведение боя, скажем так. Вот Шарипова нельзя так выставлять голову вперед, ну или наклоняться слишком низко. Это чревато вот как раз-таки такими последствиями, учитывая стиль Бакирова. Ну что, ждем второй раунд. Подсказывают Бакирову, чтобы он не торопился, скажем так, не суетился. Он и так ведет, поэтому, в принципе, ключи уже найдены, да, к победе. Ну, я считаю, ему правильно подсказывает угол, поскольку он теряет контроль над собой из-за злости. И из-за попытки завершить поединок досрочно. Да, и он теряет контроль вообще над поединком. Жестко так довольно-таки корпус пробил. Да, если будет хладнокровно себя вести, ну, мне кажется, у него все шансы забрать этот бой. Пытается зайти за руку. Но Рамазан тоже не уступает, показывает волю и характер. Неплохо, справа заряжается здесь. И для базового грэплера Рамазан очень даже хороший.
Недооценивает отсюда Шарипов. Игнорирует даже, наверное. Правильнее будет сказать. Оба И- очень тяжело бьют. Отлично, попадание, но не доработал здесь. Шарипов не хочет он размениваться ударами. Неплохо. И в какой-то момент показал, что вот прижмет сейчас и взорвется уже здесь. Аю, но в клинче все сумел остановить. Турбо. Еще раз корпус. Ну, огрызается Турбо. Отлично обрабатывает корпус. Хорошая комбинация. Брейк, шаг назад. Попадаем. Удары в корпус дают о себе знать. Уже видно то, что Шарипов тяжело дышит. Отлично. Через руку попадает. И уже Шарипов сам пошел в атаку. Но вот удары вообще не чувствует Бакиров. Обратите внимание. Бакиров снова бой взял в свои руки. Эмоционально настроен серьезно. И не ведется на его провокации. Очень конкурентный бой. Да, сечку все-таки смогли залатать, смогли остановить кровь. Уже не так сильно беспокоит, как в первом раунде. Справляется Катман со своей работой отлично. Кстати, не такой крупный, да, для тяжа Шарипов. Да, поддерживайте. Секунданты за ринг. Красный угол. Секунданты за ринг. Но все же не уступает в силе удара. Меня больше удивило то, что он сдерживал эти удары. И по корпусу жесткие были попадания, особенно с левой руки, но на все спокойно У реагировал. Шарипова есть характер, и вообще это тяжелый вес. Тут каждый удар может оказаться последним. Боец готов, боец готов. Третий раунд. Ставим. Спать. И погнали. Третий раунд. Прицеливается опять. Бакиров! Отлично. Комбинация отвечает здесь уже Рамазан. Неужели опять начал на нокаут заряжаться? Да, Брако повелся на эмоции. Взрыв акции здесь уже Шарипов, но как-то размашисто, да, он больше бьет. Да. И вот хорошее попадание. Хочу отметить то, что Бакиров тоже удар неплохо держит. Есть. Два удара и хорошее сейчас. Хорошее чувство дистанции демонстрирует Шарипов. Перекрывается моментально, обратите внимание, навстречу начал двигаться Шарипов и моментально уже Бигжан перекрывает. Но поскольку эти тяжи, неудивительно, да, что к третьему раунду уже темп немножко поединка снизился, но менее драматичным он от этого не стал, конечно. Прямой, но Вот ощутил он Блокируется. этот удар. просто Шарипов. забодал здесь буквально, обратил внимание, Бигжан. Головой вытолкнул к сетке. Отменялись одиночными ударами. Под концовку, конечно, должны они закатить шоу. Ждем на размен. Ударами. Нет ощущения, что третий раунд забирает именно Шарипов. Ну, он более активен в третьем раунде. Ну, с каждым раундом он набирает обороты, что самое интересное. Не Да. так хорошо начал, но вот с каждым раундом все лучше и лучше себя проявляет. Шарипов, возможно, он даже и все три раунда отдаст, но Очень хороший поединок, очень хорошее противостояние. Серьезную оппозицию.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Бакиров Бигжан по прозвищу Аю. Аю, ассалаумалейкум. Жеңіс құтты болсын. Бекжан, өте мықты жекпе-жек болды. Бірақ өзің алдында айттың, жекпе-жекке дайындыққа уақыт аз болған. Бірақ осы қысқаша уақыт арасында соншама халықтың жүрегін жаулап алдың. Өзіңнің жаңағы историяңмен адамдардың бәрі тамсана, мына жігіт деген мықты екен деп қаншама әңгіме естідім өзім. Бүгін осы октагонға шығып әдемі жекпе-жек көрсеттің. Өзіңнің мықтылығыңды, жеңіс сенікі, құтты болсын. Айтар сөзің біраз бар деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, рахмет бәріне. Мен соңғы 10 күн дайындалдым. Шыны керек, тастағы болды деді бәрін. 10 күн дайындалдым. Осында қанша қазақ елі. Шынымен поддержканы аяған жоқ. Нақты Алишер бауырымыз бар, снегерсте. Магазин, Айбол, көп дос бала бар. Бегнұр деген дос балам бар. Басында ең бірінші мопед берген досым. Жұмыс істе деген. Соларға рахмет, Қайрат, Айбар деген Еркебұлан бауырымыз. Өте керемет көмектесті. Рахмет. Енді білмеймін, келесі енді білмеймін, поисқа төбелесеміз. Жақсылап дайындалып, өте мықты дайындалып. Рахмет өздеріңе, Рамазан, Аблай. Барлығына рахмет. Жекпе-жек қиын болды, шыны керек. Турбо, натури турбо екесін. До конца төбелесті. Мен стайма деп едім, бірақ баспен ұрған дұрыс болмады. Білмеймін, жекпе-жек мықты дайындалған. Енді біз 10 күн, 9 күн дайындалдық та шығып кеттік қой. Алдағы мақсат енді пояс. Алдағы мақсат пояс. Негізі пояс бауғанғы деп ойлаймын. Білмеймін, көреміз. Поясқа барымыз саламыз. Ана аяқтан кім бар, тысы бар, пысы бар, бәрі келе берсін. Т-34. Онымен қалай болатын еді жекпе-жек? Онымен қалай болса да до конца салсам ғой. Аяғына дейін. Барым салып, ұтып аламын деп ойлаймын. Кішкене формаға кіріп алайық. 50% формадамыз. Сол. Рахмет, Рамазан. Бакиров Бекжан, Аю. Жеңіс құтты болсын. У тебя есть что сказать? Повторим историю, как говорится. Я честно прошу прощения у всей братвы, кто меня поддержал. Я приехал, много очень людей. Сам боксер, чемпион Мурсатаев Руслан приехал поддержать меня. Рахмет огромный. Подвел я всех, извиняюсь. Понаобещал, что сломаю Бекжана. Не получилось. Рахмет Джиги, Хожахмет, Ахтай Василий. В общем, у меня нету слов, нет оправданий. Мен, кулачка тастан. Ладно, шучу. Хочу сказать одну очень важную вещь. Все мы прекрасно знаем то, что в тяжелом весе не бывает легких поединков, но у тебя судьба еще сложнее, я тебе скажу. Это первый был Баука, который сейчас будет биться за пояс, титул чемпиона тяжелого веса. Второй твой соперник это Аю. Спасибо матчмейкерам. Турбо, ну ты очень сильный парень, поэтому мы твои силы всегда оцениваем по справедливости. И честно, я думаю, еще тебе немного подготовиться, еще себя немного подвести к боям, и всем остальным будет очень тяжело в этом дивизионе. Поэтому, Турбо, здесь решать тебе, либо ты будешь сбрасывать вес и брать весовую поменьше, либо ты будешь в этой же весовой дальше показывать такие зрелищные бои. Но мне кажется почему-то то, что ты можешь сбросить вес, взять весовую чуть ниже, подвести хорошо себя к этому поединку, и уже ребятам чуть ниже будут большие проблемы, Турбо. Согласен. Как я сказал, ты в натуре Турбо, да? Спасибо большое. Спасибо, Баке. Ой, куда он ушел? И у меня есть пару слов своему сыну Тимуру. Если ты посмотришь в будущем это видео, знай, что отец тебя любит и всегда рад встрече с тобой. Запомни эти слова, сынок.
От таких слов даже у меня мурашки по телу. Друзья, конечно же, не забываем про нашего главного генерального спонсора, компания OneX. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRuh и получи большой бонус на свой первый депозит. Переходи и регистрируйся. Ну а мы подошли ко второму бою вечера, и в октагон приглашается боец красного угла. Ему 23 года, город Кызылорда, кандидат мастера спорта по боксу, дебютант в РФС Ернур Камбарович по прозвищу Принц. В синий угол октагона приглашается 23-летний боец с города Жанарка, КМС по боксу Адиль Ильдар по прозвищу Матрица. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мен мұқиятын тыңдаймын. Түсіндір ме? Қол алсамыз, іске сәт. Ернур Камбарович настолько крут, что к нему можно обращаться только по отчеству. Адиль Ильдар, его оппонент, визуально выглядит чуть поменьше. Ждем разрешения от рефери начать поединок. Это также бой в стойке. Первый раунд. В стойке левши работает Камбарович. Мелкими шагами подкрадывается Эльдар. Оба, кстати, являются КМСниками по боксу. Значит, базовым навыком как минимум обладает. Слева хорошо пробивает. Ернур более таким хладнокровным выглядит. Попытался сменить стойку. Неплохо. Два жестких удара. Два попадания. И сразу же в корпус отвечает. И довольно-таки жестко приложился сейчас. Ернур хорошо работает на дистанции. Еще одно попадание. Хорошо отработал в клинче. И навязывает свою игру. Отлично. Вот этого мы ждали от Атиля, потому что начало поединка он, безусловно, отдал. Опять пошел вперед. Корпус пробил. Нет, не встанет. Не восстановится. Да, не восстановится. Мы прекрасно это понимаем. Поединок завершен. Вот это да. Красивая победа. Камбарович-то действительно крут. Левый корпус просто сложил оппонента.
В этом бою нокаутом в первом раунде победу одержал боец из красного угла Камбарович Ернур. Ернур, жеңісің құтты болсын. UFC-дегі әдемі дебют болды. Жекпе-жекті аяғына дейін жеткізбей аяқтап тастадың. Шетіңде бапкерлерің тұр. Осы бапкерлеріміз бүгін келгенде ешбір жауынгер ұтылмайтын сияқты негізі. Өзіңе микрофон. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жеңілсе Алланың арқасында барлығы. Алланың арқасына жеңіске жеттім бүгін. Бәріне рахмет, осы мені қолдап келгендеріңізге, бауырларым, достарым, командам, Сақпро тим, бәріне рахмет, алғысым шексіз барлығына. Қарсыласыма да көп рахмет. Бұл RFC-дегі дебюттік бой болатын менде. Изначально ойлағам, 3 раунд істеп шығып, асықпай көріп, Аллам бері осы болды, жеңіске осылай жеттік. Иншаллах, келесі жекпе-жекте де осындай досрочно ұтуға уәде берем. Және де бұл салмақ маған ауыр болады, 61. Өзім салмағым негізі 57-ге шығам. Құдай қаласа, келесі бойларды өзім салмағымда шықсам ба деймін. Любой қарсыластың вызыптарын қабылдай берем. Рахмет, ассалаумағалейкум. Ернұр, жеңіс құтты болсын, Дәулет жеңіс құтты болсын. Әдемі жекпе-жек болды, құттықтаймын. Ильдар, у тебя такое дерзкое прозвище «Матрица», но в этот раз не получилось уклониться от пули. Как так? Ассалаумағалейкум бәріңізге. Ештеңе айта алмаймын. Жеңіліп қалдым. Көп сөйлемей-ақ қойын, осы ұйымдастырып отқан жігіттерге рахмет айтам, осы бойды бергеніне. Ойлаймын, негізі 61 ауыр деп 57-ге барсам ба деп отырмын. Таза бесім негізі 55-54. Рахмет. Восстанавливайся. Друзья, не забываем про наш натуральный и сильный продукт для мужчин Альфа Форс. Альфа Форс — это залог настоящей мужской силы и здоровья. В упадке энергии и сил мы частенько забываем о своем здоровье. Поэтому, друзья, это очень важно, особенно для мужчин, вовремя следить за своим здоровьем и заботиться о нем. Малое количество энергии, нету никакой целеустремленности и, конечно же, упадок уровня вашего тестостерона, друзья. Альфа Форс — это натуральный продукт, который поможет вам восстановить ваши силы и сделает вас еще сильнее и мощнее. Друзья, доставка по Казахстану бесплатно, заказывайте по ссылке. Альфа Форс — это залог настоящей мужской силы и здоровья. Хочу добавить, что данный продукт предназначен не только для спортсменов. Альфа Форс — это натуральный продукт, который актуален для всех мужчин. Друзья, вот мы и подошли к главному бою вечера. Бой, в котором схлестнутся два батыра, два человека воли и двое бескомпромиссных воинов. Сегодня они решают между собой, кто же должен быть обладателем пояса RFC в тяжелом весе. Каждый из них будет показывать свое мастерство и технику, но только один окажется победителем и обладателем данного пояса, чемпиона тяжелого веса RFC Ruch Fighting Championship. Итак, первым в красный угол октагона приглашается боец, чьи поединки смотрятся на одном дыхании. Боец, который показывает настоящее мастерство. Он является мастером спорта по боксу. Ему 26 лет. Город Шымкент. На его счету 2 победы и ни одного поражения. Встречайте, гроза тяжелого веса Бауыржан Сарсебек. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен Сарсебек Бауыржан, бокстан спорт шебермін. 2 жекпе-жек өткіздім, екеуінде жеңіске жеттік. Бұл жекпе-жекке Сақпро тим залына дайындалдық. Дәулет Нұрланов деген тренердің қолында. 21 күндік өте мықты сбор өтті. Физикалық тұрғыдан спаррингтері ол жақсы, өте мықты боецтермен. Бұйырса результатын көрсетеміз. Қарсыласымды танимын. Өте мықты жауынгер, мықты боец. Ол да 2 жекпе-жек өткізген, 2 рет жеңіске жеткен. Қарсыласымызға тек сәттілік, бізге жеңіс.
Бұлай екі жекпе-жектен кейін за пояс төбелесу өте қуанышты жаңалық болды біз үшін. Бұйыртса пояс біздікі болады. Жалпы қандай қарсылас болса да шоуға дайынбыз. Жақында осылай өз тастаған болатын. Даниал Элбоев деген жігіт. Ол жігітпен де қызық жекпе-жек болады деген ойдамыз, Құдай қаласа. Құрметті көрермендер, бізге қолдау көрсетіңіздер. Біздің выпустарды қарап отырыңыздар. Рухпен бірге болыңыздар. Құдай қаласа сіздердің қолдауларыңызбен біз өте мықты жекпе-жектер көрсетеміз деген ойдамыз. Пояс біздікі болады. Вторым в синий угол октагона приглашается его оппонент. Человек, кто яростно жаждет только победу и намерен закончить серию побед своего соперника. В последнем своем бою он одержал бескомпромиссную победу техническим нокаутом. Ему 30 лет, он КМС по ММА. У него также 2 победы и 0 поражений. Встречайте, Ерасыл Толепбергенов. Баршаңызға ассалаумалейкум, аты жөнім Толепбергенов Ерасыл. Тамерлан файт клубына тренировка жасаймын. Тренерларым Халил Мамиев, Тофик Бакуев, Тахир Махачев. Дайындық жақсы. Дайындық күніне 2 уақыт тренировка жасадық тренерлармен бірге. Сбор жақсы өтті. 2 ай дайындалдым ғой. Қарсылас базовый боксер. Жақсы, мықты жігіт. Бізде бойға ешқандай геймплан дайындамаймыз, чисто бойда көрсетеміз. 3-ші бой жауапкершілігі мол. Әр спортшының басты мақсаты чемпионский пояс. Сол бұл бойға ерекше дайындықпен, ерекше көзқараспен кішкене жауапкершілік көп бұл бойға алдыңғы бойлардан қарағанда. Алдағы жоспар сол, Алла қаласа поясты ұтып атсақ, қазақстандық емес, СНГ бойынша жалпы басқа мемлекеттің боецтермен күш сынасып көрсек. Алла қаласа ол да болады. 34-пен жекпе-жек ол бастапқы мақсатымыз. Жақсы бой болар еді негізі. Көрермендерге өздеріңіздің боецтеріңізді қолдаңыздар. Әрқашан ол жеңіс болсын, маңызды емес. Бірде жеңіс болады. Сол себепті таза қолдауларыңды күтеміз ғой. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Регламент боя 5 раундов по 2 минуты. После команды стоп, не работаем. После команды брейк, шаг назад. Все ясно? Покажите красивый, честный бой. Пожалуй, руки. Скесят. По углам. Титульный поединок в тяжелом весе. Сарсебек Бауыржан в красном углу, в синем Толепберген и Расыл. У обоих аналогичный рекорд. 2-0. Но Сарсебек все-таки, наверное, ближе будет, да, именно к бою в стойке. Мастер спорта по боксу. И представителем смешанных единоборств является Сарсебек, но, судя по стойке, с боксом он хорошо знаком. В стойке левши работает Ерасыл. Небольшая разведка. Пока вот просто джебом пытаются немножко нащупать дистанцию. Неплохо.
Через руки. Хорошая двоечка. Неплохо заряжается. От Яросова. Это Бауыржан. Неожиданно, да, он выбросил. Казалось бы, что вот сейчас начнут притираться, только разведкой заниматься, но не тут-то было. Заднюю не забывай, я же тебе говорил, заднюю не забывай. Да, просит сейчас Толепбергена подключить. Еще так же повторил. Да, и суетиться начинает. Идет вперед Яросова. Понимает, что нужно отыгрываться. Заходи, потом лишний. Но так можно еще больше ошибок наделать. Нужно быть Задний заходи. очень осторожным. Очень неожиданные Хороший атаки удар в выбрасывать. печень. Ну, для тяжа очень быстрые руки, обрати внимание, у Сарсебека. Мастер спорта. Работаем. Раз-два заходи, Витя. Раз-два заходи. Пытается зайти за переднюю ногу, но пока это контролирует Бауыржан. Не так-то уж легко. Вау! Вот это было интересно уже. В разрез сверху, вот, под интересным углом, знаешь, ударил. Ну, тяжело так бить. Бауыржан хорошо обрабатывает его корпус. Яросова. Попадает. Пошел. Яросову Смотрите, нужно уже вот так вот Толепберген. навязывать свою игру, бороться побольше, клинчевать. Да, здесь, кажется, самый верный вариант это клинчи, да? Ну а мы вам напоминаем, что это титульный поединок. И здесь те же 2 минуты, только уже раундов больше. 5 раундов. У нас будут биться спортсмены в случае, если не будет досрочной победы. Есть небольшая сечка. Ну, пока Катман исправляется. Выход! Тайм! Шрамос! Секунданты! Красный угол синий, бойцы готовимся! Ждем и начала второго раунда. Боец Капа! Боец Капа! Отлично! Небольшое преимущество в первом раунде было у Бауыржана Сарсебека. Лишь под концовку, кажется, понял, как действовать нужно против Бауыржана Ярослав Толепберген. Посмотрим, получится ли у него навязывать клинч постоянно. Все, в атаке, в атаке, в атаке. Задней рукой. Да и опять выцеливает и сразу же прикладывает. Отлично, и в корпус. Просто расстрелял. 3 точных удара уже с начала раунда. Путает Бауыржан Яросова. Хороший апперкот. Последовал после бокового. Еще раз. Держит удары и отлично. Вот что должен делать Толепберген. Как бы странно это не прозвучало, но нужно побороться немножко. Ну как же четко просто пробивает, заставляет открываться, да? И пробивает вот по нужным местам. Бауыржан еще Хорошо раз. пробивает корпус. И пошел уже в контратаку. Яросова. Бауыржан хорошо раскрывает своего оппонента. Не зажимайся. Очень хорошо путает. Ждем мы от него очередную комбинацию. Отлично. Еще Высота, раз. заметь, обрати внимание, Бауыржан после каждой успешной атаки меняет уровень этажа. Вот здесь было заметно, да, он уже прикормил оппонента, но не пробил. Решил проверить реакцию. Еще раз. Но здесь уже более так аккуратно работает Яросов. Но пока, кажется, он даже не понимает, что нужно делать. Корпус. Еще раз. Местами только вот такие вот, если взрывы в его исполнении, но в целом, как такой угрозы от него пока мы не видим. 10 секунд до окончания раунда. Последние секунды навряд ли сейчас пойдут обострять, особо-то и смысла нет. Раунд забрал Бауыржан.
Но это всего лишь второй раунд. Посмотрим, что будет в поздних раундах. Да, кстати, впереди еще 3 раунда. И, возможно, у нас все поменяется. Потому что вот в рамках таких правил у нас еще, кстати, 5 раундов боев не было. То есть они дрались в 3 раундах боях, примерно понимают, что это такое, могут распределять силы. Но вот лишние 4 минуты могут сыграть роль. И в плохую, и в хорошую сторону. Ну, посмотрим. Пока, хоть и проигрывает Яросыл, он не выглядит каким-то уставшим. Он скорее больше немножко поникшим, да, наверное? Потому что Да, возможно, может подобрать ключи. он дает ему расстреляться. Может быть и такой исход событий. Потому что он, в принципе, себя вроде чувствует неплохо. Ну, если он действительно давал расстреляться, то Ну да, так третий и- раунд сейчас самое время включаться. Да. Позже уже нет смысла. Позже это будет очень большой риск. Октагон То есть закрываем. 2 раунда он отдал, начиная с 3-го уже раунды нельзя проигрывать. Третий раунд. Погнали. И вот опять начинает на челноке. Рука у головы. Слева был близок к попаданию, но еще раз. Корпус голова очень хорошо работает у Бауржана. Он в одну точку 2 раза не бьет. Обратите внимание. Чуть-чуть буквально не хватило. И опять поджим. Вау, апперкут хороший от Яросыла. Дальний такой. Вау. Почувствовал, что болтанул оппонента, пошел вперед Бауржан, но сам пропускает. Натыкается на удар. Корпус. Проваливает. Какая же техничная работа. Активизировался. Все жестче и жестче начинает работать. Да, вот довольно-таки высокотехничный сейчас мы поединок наблюдаем. Есть попадание, нужно дорабатывать. Но немножко сбавил обороты все-таки Бауржан. Еще одно. И сразу же клинч. Да, даже сетка уже не помогает, блок не помогает, только в клинче может защищаться. Яросол еще одно навстречу, съел удар, пошел вперед. Ну, Ярослав держалка очень мощная. Пропускает такие жесткие удары. Еще один. Словно даже их не чувствует. Да, держак, что надо. Все удары выдержит. Хотя в какие-то моменты казалось, что вот-вот оно. Даже сам, обратите внимание, плотно стоит на ногах и умудряется атаковать. Но раунд забирает, безусловно. Сарсебек Бауржан. Даже при раскладе, что он выиграет оставшиеся 2 раунда, понимаем, что поединок в целом он проиграет. Ну и, наверное, сам должен понимать сейчас в углу и предпринимать какие-то действия. Искать возможность только для досрочной победы. Сейчас нет уже смысла выигрывать раунды. Ну, либо нужно разбить максимально, да, чтобы раунд был 10-8, 10-7. Такое тоже может быть, да. То есть нужны раунды с нокдаунами. Хотя бы по одному в каждом. Уақыт! Секундандар шығамыз! Тайм! Секунданды покидаем октагон! Бойцы встаем! Красный угол покидаем! Синий угол Ну что, начинаем чемпионские раунды. 4-й, 5-й раунд. Чемпионский раунд! Давайте поддержим! Давай! Жауынгер дайынсың ба? Жауынгер дайынсың ба? 4-ші раунд! 4-й раунд. Хорошо начинает опять Бауржан. Через руку боковой пробивает. Отлично. Яросыл левый опять. Яросыл начинает больше попадать.
кстати. Также и Попадание начинает хочется. пропускать. Отлично. Корпус, голова сразу же. Еще раз навстречу. Сколько же этих ударов было? Еще один. У-у-у! Красивая работа по этажам. Да, смотрится просто отменно. Жесткие попадания еще раз. Но вот Огрызается Ярослав. на выходе даже сам умудрился правый боковой сделать удар. И вот опять выцеливает, ищет возможность для нанесения удара правой рукой. Сарсебек. Слишком размашисто, но в целом в цель. Попытался сконтрить, но нет. Хорошо подготовлены оба функционально. Меня очень сильно удивил Ярослав. Столько пропущенных ударов и в голову, и в корпус. Но тем не он менее, да, как дышит и чувствует себя очень комфортно. Да, это 4-й раунд, и нельзя сказать, что кто-то из бойцов устал. Скорее, наверное, Бауыржан, да, больше устал, чем Возможно. Төлепберген, но в целом не так критично. Отлично, еще раз. Закрылся в блоке, но оставил корпус открытым, и это увидел Бауыржан. Очень такой у него быстрая скорость, да, принятия решений. Моментально просто. Находит изъяны, брешь в обороне и пробивает. Еще раз. Отлично. И... Но вот не увлекается атаками, кстати. Нельзя. Нету у него каких-то длинных серий, если обратил внимание. Не больше 3 ударов. Да. Раунд однозначно за Бауыржаном. Ну что, последние 2 минуты для Яросыла исправить ситуацию. Теперь уж точно только досрочная победа. Надо понимать, что это тяжелый вес все-таки. И вероятность досрочной победы, она, конечно, больше, чем в других весовых категориях. Секунданты шығамыз. Тайм, время. Секунданты покидаем октагон. Красный угол, синий угол. Шығамыз. Шапа. Шапа. Отлично. Сертемов, помощник рефери. Ну что, 5-й раунд на кону. Звание чемпионов в тяжелом весе RFC. Мы готовы. Через 2 минуты мы узнаем имя нового чемпиона. Большая вероятность того, что им станет Сарсебек Бауыржан. Но не будем загадывать. Это тяжелый вес. Еще 2 минуты впереди. Да, опять начинает маневрировать. И подключает левую руку. Төлепберген. Отлично. Прямой левый опять. Мне кажется, Ярославу не хватает именно мастерства. А характеру ему не занимать. Да, изначально, если мы говорим о ударах только на руках, конечно, преимущество будет за Бауыржаном. Но, тем не менее, хорошо идет. И Төлепберген выдал очень конкурентный поединок. Пытается отстреливаться, спиной к сетке постоянно двигается. Просят бить больше по корпусу. Яросыла. Но Бауыржану нет смысла как-то форсировать события. Вперед. Еще одно попадание в корпус. Да, очень жесткие попадания и вообще не реагирует на эти удары. Яросыл. И нельзя сказать, что он замедлился, да, и подустал. Вау! Вот это попадание. Проморгал этот момент Яросыл, но отстреливается все равно.
Пятый раунд, наверное, самый такой доминирующий, да, в исполнении Бауыржана. Здесь без разрешения рефери начали поединок. Все, поединок завершен. Скорее всего, это 5-0. И победа Сарсебека Бауыржан. Вас беспокоят проблемы с потенцией, эрекцией, простатитом или низким уровнем тестостерона? Сотни тысяч мужчин ежедневно сталкиваются с этими проблемами, которые могут серьезно повлиять на качество вашей жизни и уровень комфорта. Зачем мучиться, когда есть решение? Альфа Форс – это совершенно новый натуральный продукт, созданный специально для вас, чтобы разобраться с причинами возникновения подобных проблем и предотвратить их негативные последствия. Альфа Форс поможет вам восстановить потенцию и эрекцию, повысить уровень тестостерона в крови, улучшить кровоснабжение органов малого таза, бороться с воспалением простаты, получать больше энергии и без усталости наслаждаться жизнью. Альфа Форс станет вашим верным спутником на пути к здоровью и комфорту. В этом бою победу одержал единогласным решением судей и становится первым чемпионом РФС в тяжелом весе Бауыржан Сарсебек. Бауыржан, жеңіс құтты болсын. Ауыр салмағындағы RFC Рух Файтинг чемпионшиптің алғашқы чемпионы. Бауыржан, қарсыласың осал болмады. Біздің лигада 2-0 жеңіс сериясында келе жатты, бірақ бүгін сен оның ұтылыссыз сериясын тоқтаттың. Бүгін чемпион болдың. Шын жүректен құттықтаймын. Айтар сөзің бар деп ойлаймын, және де басқа осы СНГ-да жүрген басқа жауынгерлермен шыққың келеді деп айтқансың алдында. Сол үшін микрофон саған. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Өте қуаныштымыз. Ең біріншіден Аллаға шүкір. Алхамдулилля. Содан соң әке-шешеміз, семьямыз, бауырларымыз. Осы жарысқа демеушілік көрсеткен бауырларыма, ағаларыма алғысым шексіз. Бекжан ағам, достарым бар, Рина, Кендір. Арқа тұрмаш. Рина бар, басқа бауырларымыз бар. Және атап айтатын RFC тұжырымына алғысым шексіз. Рамазан өздеріңе, командаға, матчмейкер, Жомарт бауырымызға, Абылай. Өте көп команда. Өте жақсы жігіттер, Алла разы болсын. Барлықтарың есіңіздесіңдер. Ондай звезда жоқ бізде. Құдай қаласа, бұйыртса, любой соперникке дайынбыз негізі. Бірақ ТТ-4-дің әңгімесін өзің оқыдың. Даниэл, мы готовы тебя встретить, брат. Приезжай к нам в Казахстан. Я встречу тебя с этим боковым. Құдай қаласа, жақсылап күтіп аламыз. Келеміз деген ниеті болса, алдында жазған. Сосын, осы жарысқа бірінші көмектескен Арман Арыстанбек деген тренерім бар. Физикалық тұрдан өте жақсы көмектеседі. Маманы өзіңіздің және айран қауыс залына. Дәулет Нұрланұлы бауырым тегін залына шақырып, сбор өткізіп бізге өте жақсы көмек көрсетті. Бауырларым спарринг істеген балдар бар. Профбоксерлар Али бар, Балуев. Алла разы болсын жігіттерге. Үлкен абымен опыт болды, бір ойға дайыналамыз деп. Соперник саған, брат, рахмет. 2 жеңіспен келе жатыр ғой ол жігітті. Достойный бой болды, 5 раунд. Жігітше біз сияқты тяждан негізі 2 раундтан кейін. Домой
шыдамайды былай. Қуаныштымыз барлықтарыңыз көргендерімізге. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Рамазан, Вася, брат, от души. Тек қана рахмет. Дами беріңіздер, өркендей беріңіздер. Алла разы болсын, брат. Қуаныштымын только, шек жоқ қуанышта. Бүгін поездбен ұйықтаймыз. Бір жігітке айтып жатырмын. Сәрсебек Бауыржан, жеңіс құтты болсын. Всем салам алейкум. Бауыржан, поздравляю. Красавчик. Я хочу подраться на этой клетке. Без разницы, Бауыржан, Даниал. Дайте мне кого-нибудь. Я хочу пояса собирать. Тяжелым, полутяжелым, без разницы. Представиться я. Я думаю, все меня знают. Я Карим Рузбакиев, по прозвищу Бейбарыс. Чемпион лиги «Октагон» в полутяжелом весе. Думаю, все знают меня. Хочу бой или с Бауыржаном, или с Даниалом. Можно я отвечу? Салам алейкум, Рузбакиев. Карим, да, брат? Я звать не знаю. Очень рад тебя видеть. Опытный боец, чемпион лиги «Октагон», если не ошибаюсь. Брат, ты в «Октагоне» чемпион. Тут RFC. Ты сделай, брат, 2-0 или 3-0. А здесь уже есть свои, брат, которые уже провели бой. Мы с ними готовы и с тобой готовы, брат. Но сперва догоняй нас. А что догонять? Ты уже задний даешь, брат. Я чемпион, мне не надо там вот эти претендентские бои туда-сюда проводить. Я чемпион. Я хочу драться. И все. Ну все, давай face-to-face. Чемпион, я тут. Нет, подожди. Мы с тобой еще должны были бы на Кубке Казахстана в Чимкенте. Ну ты не вышел. Ну вот, давай вот. Как раз мы там не подрались, здесь подеремся. Все? Нет, это просто спортивный интерес. Тут мы уже договорились, стою. Но если ты так газуешь, я рад с тобой тоже подраться. Рамазан, Вася, я думаю, вам интересен этот бой будет. Что я задний даю, брат. Ну ты... Задний я никогда не сдавал. Все, давай посмотрим. Все, давай. Давайте сделаем face-to-face. Камера, жігіттер, на камеру. Если у Яросова есть братья, брат, у нас тоже есть чужие братья, которые умеют боксировать. Вот Мухаммеджан, международник, по боксу чемпион мира, Патраситалан. Он за меня будет драться, если есть со мной хочет, я тоже могу подраться, брат. Ассаламу алейкум баршаларыңа, жігіттер, бауырлар, ағалар, інілер. Мен кез келгенмен жұдырықтасуға, төбелесуге дайынмын. Рамазан бауырым, кім болса ол болсын. Разница жоқ, маған соперник таңдамаймын. Өзім боксермін. Баука бауырым, Бауканы жеңісімен құттықтаймын. Барша бауырлар құттықтаймын біздің. Бауканың орнына мен шығам, егер желаниясы болса, біз төбелесейік. Болды. Можно представлю? Еркен Мухаммеджан. Мы с детства вместе, с одного поселка Чимкента, с Машата. Именно у одного тренера тренировались. Он международник, участник Олимпийских игр, да, по-моему, среди вооруженных. Все, если готовы, Рузбакиев face-to-face, брат, мы ждем этого боя. Брат, как сказать, мне он не интересен, честно сказать. Нет, я не думайте, брат, я чемпион, ты чемпион. Я только за это интерес к тебе проявляю. Ты хочешь мои пояса увидеть? Увидишь, брат. В Инстаграм зайди, Рузбакиев. Разницы нету, брат. Ждем. Все, давай. В любое время. Как? Друзья, очень много интересных вызовов в тяжелом весе. Я очень рад, что наш дивизион пополняется с каждым турниром все более и более сильными участниками. Каждый из них приходит сюда за победой и теперь уже за поясом. В скором времени во всех весовых категориях будут чемпионские пояса. Если ты хочешь доказать, что ты лучший,
приходи в этот октагон и забери этот пояс. Ребятам хочу сказать огромное спасибо, в том числе я бы хотел услышать Ярасыла. Ярасыл, ты очень крепкий парень. Я не знаю, как вообще возможно такие удары принимать. Ну, на самом деле, говорят же, вот Муратбек терминатор. Мне кажется, не он, а ты терминатор. С такие удары ты даже не подшатнулся. Ни лево, ни вправо. Ты человек или нет? Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ең біріншіден Аллаға шүкір, бәрі Алланың қалауымен. Жеңіс бар жерде жеңіліс бар, оны әркез айтып жүремін. Бұл спорт, бұл жеңіліс дайындыққа жақсы дайындалдық. Тренерларыма айтқым келеді. Еңбектеріңізді ақтаймадым, ренжімеңіздер. Алла қаласа жарыстар көп, бойлар көп. Сол кезде көрсетеміз. Сол Бауыржан бауырым, жеңісің құтты болсын. Сол шын жүректен жақсы бой болды. Сол кім сенді, кім сеніп, маған сеніп қолдау көрсеткендерге рахмет. Алланың қалауымен осылай болды. Не расстраивайся. Победа – это шаг вперед, поражение – 2 шага вперед. Поэтому пусть это будет для тебя только отчетная точка. Ярасыл, в нашей лиге твой рекорд был 2-0, и у тебя сегодня был бой за пояс чемпиона. Мы настоятельно тебя будем ждать на нашем следующем турнире. Я думаю, ты вернешься сильнее и лучше. Сол сіздерге де рахмет. Рамазан, Вася өстіп, титульный бойға жетіп атқанымызға, бізге мүмкіндік беріп атқандарыңызға Алла разы болсын. Ярасыл, саған рахмет бауырым. Сені міндетті түрде келесі турнирда күтеміз. Бір қызық история. Үйде әкем отыр, жалғыз өзі. Постоянно бой көреді. ММА, бокс, түнгі 3-4. Боецтерден, боксерлардан кешірім сұраймын, түнімен сіздерді боқтап шығады. Бізде оңтүстікте көп боқтайды, білесіздер өздеріңіз. Түнімен боецтерді боқтап шығады, былайыр деп. Енді өзім баласын боқтап отырады дейді. Әкешім, сәлем айтам сіздерге. Ағаларым, Бекжандар жаңа айтпай кеттім. Берік, Бекжан, Сұлтан ағаларым, Нұрлан ағам. Алла разы болсын сіздерге көмектесіп жатқандарыңызға. Міне результаты өздеріңіздің жарты жылдағы вкладтарыңыздың. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Бірінші очередь Рамазан. Абылай, Жомарт, Леха деген жігіт мен осы лигаға келген. Леха дыши. Сенің досыңа, бауырыңа міндетті түрде біздің лигада жекпе-жек жасаймыз деген ойым бар. Өзің айттың, мастер спорта международного класса деп. Сол үшін сені де күтеміз осы октагонның ішінде міндетті түрде. Абайға да бой берсеңіздер болады, Абай да бар. Абайды негізі боксшылардың көбісі біледі. Абай, сен осы мына бұрышта тұрсаң, бүкіл жігіттер ұтып кете береді негізі, Абай. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бауқанның артынан келіп отырық. Бауқанның бауыр боламыз бәріміз. Сыртта міне біраз жігіттер тұр. Жігіттер кән көрсетіп қояйық. Мен Намат лигасында төбелескем. Бұл жерде де төбелесуге желание бар. Кез келгенмен төбелесуге дайынбыз. Рамазан. Енді Бауыржан, тағы да сен жеңіспен құттықтаймын. Әдем мықты жекпе-жек болды. Алдыда өзің айттың, кімдермен осы октагонды бөлгің келеді. Ол жігіттерді міндетті түрде келесі турнирларға әкелуге бар күшімізді саламыз. Жеңіс құтты болсын. Ну что ж, друзья, вот мы и определили чемпиона тяжелого веса RFC Ruch Fighting Championship. Бауыржан Сарсебек, поздравляем тебя с твоей яркой и зрелищной победой. Ты показал по-настоящему очень интересный и крутой поединок. Поэтому теперь у нас есть и чемпион в тяжелом весе. Как ты заметил, Вась, когда есть пояса, титулы, то очень быстро происходит так, что появляется очень много других желающих овладеть этим поясом. Поэтому, друзья, как я и говорил ранее, в скором времени будут пояса во всех весовых категориях Лиги RFC Ruch Fighting Championship.
Вась, как тебе поединки? Если вы заметили, дорогие наши зрители, что все поединки продлились до решения судей. Просто я рад и горд, что на нашей казахской земле такое большое количество батыров. Друзья, не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик и, конечно же, пишите в комментариях, какой следующий поединок вы ожидаете в нашей лиге. Для нас это очень важно, поэтому не забудь прямо сейчас нажать на кнопку подписаться и на колокольчик. До следующих выпусков.